Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. Сегодня 2 декабря 2021 года. Вы на канале «Демократия Ватан Туркменистан» или ДВТ. Я сегодня вам вещаю на этом канале специально. К нам должны прийти гости сегодня для обсуждения вопросов, связанных с этой темой, которую мы сейчас будем рассматривать. Если вы помните, мы последний раз рассматривали, как наш народ вдруг стал манкуртами. Почему мы стали манкуртами? И мы рассматривали причины, по какой мы стали манкуртами. А в этой передаче я хотел бы рассмотреть с вами, какие есть решения этой проблемы, какие есть задачи решения этой проблемы, как мы можем выйти из положения манкуртов и стать нормальными туркменистанцами, которые болеют за свою страну, патриотами, и которые хотят жить счастливо, как и другие народы, и которые хотят жить в демократии. Прежде чем начать эту тему, давайте я вам напомню последнюю передачу нашу, обозначение слова «манкурт». Hurmatlı vatandaşlar, men şu gepleşime Rusça devam eden tevavi men önkü gepleşimde mankurtlar temat başladım ve şunu yani doğru ayt geçecek olan son ilk gepleşimim men mankurtlar vardı. Mankurtlar kim? Şu vardı Türkmençe iki gepleş geçiren ve şu yerde mankurtlar neyemediğini düşünürüm. Neyemçik Türkmen halkı mankurtlar bolonduğunu düşünürüm. Ve nehil çıkalgamıdı var şu mankurtluktan çıkmağını şunu düşünürüm. İki gepleşikte. Şunun için men gepleşimimi şunu yani Rusça devam edecek. Итак, давайте рассмотрим, что такое манкурт и почему наш народ вдруг стал манкуртами. Если смотреть, я собрал сжатую, значит, информацию по поводу слова манкурт. Манкурт – это человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом. Если сделать экскурс в историю, то слово манкурт, возможно, восходит с древнетюркского слова минкюль – неразумный, глупый, лишенный рассудка. Я всегда удивлялся, почему наши туркменистанцы за 30 лет стали манкуртами. Другими словами, из них сделали просто рабов. Людей, которые потеряли веру в свою страну, в свой патриотизм, которые поменяли понятие патриотизма на подхалимство, который считает, что патриотизм – это когда он боготворит и прославляет президента Туркменистана, диктатора Бердымухамедова. Манкурт даже не представляет себе, что президенты-диктаторы не только не заботятся о своем народе, они своровали их права, воруют их богатство, а теперь хотят и своровать их страну. Вот продолжим эту дискуссию теперь, потому что мы должны знать, как нам выйти с этого положения. Вот одно из вариантов выхода с этого положения я вижу в том, что мы как народ должны первое объединяться. То есть это значит, мы должны, когда видим друг друга, какого-то туркмена, не убегать, не проклинать его, не ругать его, не подставлять его, а объединяться. А чтобы объединяться, мы должны с ним начать разговаривать. Не стесняться, спрашивать, откуда ты, представиться, откуда вы сами, и налаживать контакт. То есть, другими словами, мы народ, который в разные стороны унесли, мы должны сплотиться, то есть мы должны сколачиваться, мы должны объединяться, то есть мы должны начинать разговаривать между собой. Разницы нет, ты с какого вела это. Разницы нет, ты в Туркменистане жил, уехал, получил российское гражданство, неважно. Если ты когда-то жил в Туркменистане, если теплота душевная Туркменистана, если люди в Туркменистане, которые жили с тобой вместе, тебя согревают до сих пор, ты должен включиться в борьбу и начать объединение туркменистанцев. А именно, начинать разговаривать, начинать объяснять, как ты живешь, где ты живешь, что ты скучаешь по стране. Начинать рассказывать, как тебе было хорошо. То есть это первые, значит, шаги объединения. Второе. Мы должны на самом деле понять, что Туркменистан – это не два президента-диктатора, не Азия Бердымухамедов. Туркменистан, он начинается далеко-далеко-далеко в прошлом. Вся история туркменского народа и Туркменистана не начинается в 91 году. В 91 году у нас своровали государство, эти два диктатора. Они из Туркменистана превратили свое государство.
У нас везде их фотографии, статуи и так далее. Все государство, весь Туркменистан, весь народ работал только для них. Мы существовали. Поэтому мы их в историю не должны брать. Мы должны взять к историческим корням, обратиться к историческим корням. Это значит вспомнить, как мы жили при Советском Союзе. Да, мы были как колония в Советском Союзе, неважно, но мы жили хорошо. У нас были какие-то права, у нас была свобода слова, у нас была свобода передвижения. Да, мы не могли уехать за границу, но мы могли уехать не в европейские страны, а в страны Советского Союза, где общались с другими народами. Не как сейчас, где мы закрыты, все у нас закрыто, мы даже с вилаята в вилаят не можем попасть. Мы вообще закрыты как в тюрьме. Тюрьма российская легче и лучше, чем территория Туркменистана. Территорию Туркменистана Бердмухамедов из-за своих абсурдных решений превратил в тюрьму. Он каждый день рассматривает вопросы безопасности своей. То есть он напрягает национальную безопасность, напрягает полицию, правоохранительные органы для того, чтобы наказывали и значит, применяли репрессии к туркменскому народу. Человек заботится только о себе. Человек, который не развивает Туркменистан. С ним нет развития Туркменистана. В 2007 году, когда он заступил на должность президента, мы прошли жирные года. Тогда, когда нефть была высокая, деньги падали с небес просто так. Бюджет, то есть экспортная выручка составляла от 48 до 62 миллиардов долларов США в год. Сегодня она составляет около 7,2 миллиардов долларов. Вы представляете, почти в 10 раз была высока. В это время надо было создать стабилизационный фонд. В это время надо было вложить в новые технологии, вложить в Туркменистан, чтобы сегодня он зарабатывал на других отраслях. То есть диверсифицировать экспорт надо было. Этого не было сделано. Все, что он сделал, он воровал, строил объекты, завышал цены и воровал деньги. Все, что он построил до сегодняшнего дня, можно на 5 умножить и в 5 вилаятах то же самое построить. Представляете себе, насколько он воровал? Поэтому это вор, бандит и мерзавец, который довел Туркменистан и туркменский народ до такого состояния, что мы, наверное, от Северной Кореи уже отстаем. То есть никогда за всю историю Туркменистана такого не было. Человек настолько бездарный, настолько безответственный, настолько, наркоман просто, настолько идиот, что мог вот если бы он ничего не делал бы, да, то есть Туркменистан сегодня жил бы лучше. Если бы он ничего не говорил, то границы не были бы закрыты. Если бы он ничего не говорил, не давал бы распоряжений, то паспорта обменяли сейчас. Вот представляете, да? Вот лучше бы он ничего не трогал, он оставался бы на своем посту, не было бы такой оппозиции, и все бы работало. Это настолько человек бездарный мог убить то, что уже само по себе расцветало. То есть, поэтому тот период с 2007 года по 2021 это самые страшные и самые регрессивные года Туркменистана за всю историю Туркменистана. У нас никогда не было такого руководителя, идиота, бездарного и врага народа. Никогда не было. Поэтому вернемся к нашей теме. Как нам стать патриотами своей родины? Как нам стать настоящими туркменистанцами, которые жили, боролись и процветали делали все для процветания нашего народа, которые дали Туркменистану целую исторические значимые события. Вот мы должны вернуться к этим истокам и превратиться в этот народ. Для этого объединение. Как я вам уже сказал, объединяйтесь, не смотрите, он с какой вилает, не смотрите, что ему плохо, не смотрите, что он по статусу ниже вас. Подойдите, поддержите, помогите, поговорите. Первое. Второе. Как вы объединились, создавайте группы между собой. В Телеграме 3, 4, 5 человек, не больше. Тем, которые доверяете, создавайте группы. Третье. Вы должны вернуться к истокам, вы должны общаться с Туркменистаном максимально много, насколько это возможно. А именно с родственниками, с знакомыми, друзьями. Рассказывать, что у вас творится вокруг вас за рубежом. Рассказывать им, чтобы они рассказывали, что творится у них внутри страны. То есть наладить связь с внешним миром. Второе. Вы
отправляете деньги, когда отправляете деньги своим родственникам снаружи Туркменистана, вовнутрь Туркменистана, в первую очередь вы должны а, им оплатить интернет и купить смартфон. Или, как они говорят в Туркменистане, умный телефон. Для того, чтобы этот человек мог обойти железобетонные барьеры, которые создало государство во главе с Бердымухамедом. Чтобы он почувствовал, что он не в тюрьме. Поверьте, вы ему на продукты отправляете, это как в тюрьме, просто кушать, чтобы не умереть. Но у него должен быть духовный мир, интеллектуальный мир, у него должен быть мир, ради которого он живет, а не рабство, ради которого он просто кушает и умирает. Поэтому предоставьте эту возможность. Оплатите смартфон, оплатите интернет, он стоит $2 в месяц, заплатите его. Пускай ваши родственники держат связь. Вы должны видеть все события, фото, видео, что происходит в Туркменистане. Они должны видеть все события, которые происходят у вас. Общайтесь в закрытых телеграм-группах, друг другу объясняйте, развивайте. Вот так мы должны семьи свои развить. Потом друзья. И вот так вот объединения пойдут. Это второй путь. Третий путь. Что мы можем для того, чтобы стать патриотичными? Первое. Мы должны узнавать больше о Туркменистане, об его историческом прошлом, как мы жили в советское время, как мы жили до советское время, почему Туркменистан сейчас не может жить как раньше, почему какой-то непонятный человек, который сам себя избрал, захватил власть и избрал сам себя, сегодня управляет страной. Мы должны в этом разобраться. Поэтому мы должны вернуться к истокам, мы должны изучить хотя бы 100 лет назад, как жил Туркменистан, как он развивался, свою историю. И потом сравнить с сегодняшним днем, что у нас было и что у нас сейчас есть. Что у нас нет никаких прав. Все права, которые у нас были, у нас отнял Бердымухамедов. Никакие законы в Туркменистане не работают. Если не работают никакие законы, если не работает Конституция, значит и президент у нас гарант Конституции, гарант законов никто. У нас нету президента. У нас нету, значит, законного правительства. Если Конституция не работает, значит, актеры в этой Конституции, народ, президент, правительство, межлис, все это не работает. Мы тогда не должны принимать во внимание. Потому что они устно могут сегодня сказать это, завтра другое, послезавтра третье. Сначала говорили про белые машины, теперь про белые бампера. То есть все черные бампера надо перекрасить в белые бампера. Теперь говорят, поддон, снизу двигателя есть поддон, защитный поддон, даже в белый цвет надо перекрасить. Теперь говорят, уже шины автомашин должны быть белые. То есть до абсурда доходит. То есть вот такими устными, идиотскими своими указаниями президент забрал все наши права и нас уводит в сторону идиотизма, где мы уже со всем согласны, где мы уже согласны, что один неадекватный человек, то есть президент Туркменистана, будет нам диктовать то, что ему в голову придет. Поэтому мы должны понять, где мы, кто мы и что мы делаем. Что сейчас происходит в Туркменистане. Поэтому надо сравнить с прошлым хотя бы 30 лет назад, 50 лет назад, что у нас было и что у нас сегодня есть. То есть насколько наши права уменьшились и куда мы идем. Вы должны понять, что за 30 лет последние мы не то что никуда не ушли, мы пропали просто с цивилизацией. Мы с этой планеты пропали как страна, как народ. Страна закрыта, никакой информации никуда нету. Просто зайдите в интернет, наберите народ Туркменистана, откройте картинки в Google, вы увидите только официальные фотографии, больше нету. То есть за 30 лет мы не смогли даже семейные фотографии или какие-то фотографии нашего народа на праздниках где-то поставить в интернет. Нам это не разрешили. Попросите, то есть напишите в интернете информацию про туркменский народ. Ничего нету. Вот так эти два диктатора поглотили народ. Если вы набьете народ Туркменистана, выскакивает Бердымухамедов. Если вы наберете Туркменистан, только выскакивает Ниязов и Бердымухамедов и все их статуи. Это что, Туркменистан? Это даже не точка Туркменистана. Эти люди никто в Туркменистане. Поэтому мы должны взять все обратно у них. Отнять то, что у нас украли. Забрать и держать строго в руках. То есть мы должны, четвертое,
обратиться к Конституции и забрать свои права. Заставить в Туркменистане работать Конституцию. Каждый человек за пределами Туркменистана или внутри Туркменистана должен ссылаться на Конституцию. Паспорта не дают, идем в посольство, идем в консульство, требуем. Согласно Конституции Туркменистана, согласно закону иммиграции, который является подзаконным актом по отношению к Конституции, вы должны поменять паспорта. Требовать. Нет, подавать в суд их. Писать заявление, жалобу во все инстанции. Я давал специально адреса e-mail, телефонов и почтовых адресов, куда надо писать письма. Пишите. Я систематически буду на канал ставить, повторять. Пятое. Когда мы дойдем до этого, мы должны уже понять, что объединение должно быть снаружи отдельное, снутри отдельное. Когда мы дойдем до пятой позиции, мы должны уже выходить на протесты. Мы должны объединяться внутри Туркмении, но сначала мы должны снаружи проводить протесты, объединиться. И эти протесты должны плавно перейти в Туркменистан. И в Туркменистане мы должны провести протесты, сделать протест, прийти к площади и поменять эту незаконную власть, бандитскую власть. Потому что эта власть ничего не дает туркменскому народу. Эта власть, все законные акты, законные, подзаконные акты, все вот эти документы опровергает и просто беззаконно заставляет платить деньги им для того, чтобы они существовали. Если мы не будем им платить взятки, они не смогут существовать, у них зарплаты очень низкие. Поэтому это правительство бандитское, потому что руководитель бандит. Мы должны это понять. Вот эти хотя бы 5 задач мы должны сделать, чтобы выйти из состояния манкурта, где каждый туркмен ненавидит другого туркмена, не доверяет другому туркмену, старается обмануть, старается вообще не связываться с ним. Где есть второй туркмен, туда вообще не лезут, друг друга проклинают. Мы должны уйти от этого. Для этого мы должны поднять свой моральный дух. Мы должны моральные свои нормы поднять. Друг друга не обманывать, не подводить, за туркмена биться до конца и идти только вперед. Вот к нам на передачу пришел Тимур. Тимур, салам алейкум, здравствуйте. Салам алейкум, Мурат аға, сау болың. Çağırdığın için teşekkür. Şul gepleşip Rusça çevirip bizden yardımcı olsa temamız vardı mankurtlar. Şu temanın mankurtluğun neyemediğini düşündürdük. Şimdi mankurtluktan çıkmak için biz neyem etmeli şunu düşündürecek olyak. Rusça. Ondan ayrıca Türkmençe yani iki tane gepleşik geçirir. Şunun için Rus diline devam edelim. Я объяснил Тимуру, что мы делали специальную передачу про манкуртов на русском языке. Мы обозначили периметр, значит, людей, характеристик, что такое манкурты и как это мы получились, каким образом мы стали манкуртами за последние 30 лет. И на этой передаче мы рассматриваем вопросы, как выйти из этого манкуртства, как стать патриотичными, как стать настоящими туркменистанцами, чтобы поднять нашу страну, чтобы вывести нашу страну к демократии. Поэтому, Тимур, вот я только что рассказал 5 основных направлений дал, как выйти из манкуртства. Если вы слышали, вы можете что-нибудь добавить к этому, то есть какое-то направление дать или какой-то совет дать, как вот выйти из этого манкуртства. Пожалуйста. Я немножко позже нашел, не все услышал, конечно, но... Я повторю, смотрите. Первое, мы должны объединяться. Для этого мы должны с друг другом начинать разговаривать. Если кто-то кого-то видит, независимо от статуса, пускай он будет даже, извините за выражение, на самых дешевых работах работает, подойти, поздороваться и дать ему честь. Показать всем остальным, что туркмен туркмена, когда видит, уважает. Вот я был в Турции, там был один, мы пришли в ресторан, один парень работал, сервёз делал, то есть раздавал в ресторанчике еду, да. Мы узнали, что он туркмен, мы с ним поговорили, правда, он потом убежал. Я потом пошел, даже на кухню пришел, руководителя нашел этого ресторана, чтобы найти ему и ему дать специально на чай и поддержать его, и поддержать возле турков, но, к сожалению, он убежал оттуда. Вот такие действия нам надо делать. Независимо, где вы видите туркмена, подойти, поздороваться, забыть все обиды и поддержать его.
независимо от его статуса. Даже если у вас маленький статус, подходите к человеку, у кого большой статус, представьте, что я тоже туркмен, с Туркменистана, вот работаю здесь. То есть начинать друг с другом общаться. Для того, чтобы объединиться, надо общаться. Второе. Мы только что говорили, это кроме общения мы должны с Туркменистаном наладить связь. То есть для этого мы должны сначала телеграм-группу открыть, да, по 2, 3, 5 человек, и в этой группе с друг другом общаться. То есть мы уже познакомились, теперь оттуда выбрали наиболее доверчивых и создали группы, и общаемся там дальше. Далее, третье, мы должны с Туркменистаном связь наладить, вооружить их телефонами, интернетом, общаться с ними и все знать, что там происходит в Туркменистане. И они должны знать все, что происходит снаружи Туркменистана, чтобы они видели, какая свободная жизнь, и они поняли, в какой они тяжелой ситуации. То есть досконально увидели. То есть связь надо наладить и порвать эту, сломать эту железобетонную стену информации, которую нам выставило государство в лице Бердымухамедова. То есть правительство, бандитское правительство. Они закрыли туркменский народ, информационный блок поставили и закрыли туркменский народ. Сломать этот блок, сломать эту стену, информационную железный занавес, который существует. Следующий вариант. После этого я попросил, когда мы это все смогли сделать, когда мы объединились, когда мы в закрытых группах работаем, мы должны начать протесты снаружи, выходить уже с друг другом на протесты, и эти протесты должны плавно перейти в Туркменистан. То есть вот эти все задачи развивают что? Первое – алыверлик или объединение. Второе – доверие друг другу. Третье – наши моральные нормы упали, мы поднимаем моральные нормы свои, душевные, духовные, моральные, психологические, как бы мы даем себе мотивацию, да, поднимаем. После этого мы можем идти бороться. Вот смотрите, одного спортсмена возьмите. Если он морально убит, он не верит в себя, как вы можете его, не верить в себя, физически слабый, как вы можете его выставить на ринг, чтобы он победил и выиграл чемпионат? Нет. Вы должны ему физически победить. Он должен доверие вам сделать, как тренеру. Вы должны его потренировать, он вам полностью должен доверять. Для этого он должен с вами общаться. Он должен увидеть, он должен поверить в себя. Когда вы с ним достойно общаетесь, развиваете его, когда он видит, что вокруг него все развивается, общение идет, он морально, психологически, значит, начинает верить в себя и начинает готовиться. А дальше уже физически его просто надо подогнать, поставить правильные задачи, он выйдет и он победит. Точно так же туркменский народ. Представьте, что кто-то пришел в зал, физически слабый, морально убитый, бездуховный, без ничего, и говорит: сделайте меня чемпионом мира. То есть вот эта задача вот сейчас предстоит для туркменского народа. Мы не тренера, мы такие же люди, которые мучаются, не видят своих родителей, не видят своих родственников, знают, что на той стороне, то есть в тюрьме в Туркменистане, они все мучаются. Они все заложники одного идиота и его культа личности. Мы это знаем. Но теперь как им помочь? Вот как вы думаете, какой следующий совет можно дать нашим туркменистанцам? Я вас услышал, поддерживаю. Я хочу добавить в этом, что говорят же, вере, надежде, любовь, говорят, да, поэтому в первую очередь надо начать с себя, то есть, понимаете, надо верить себе, надо верить, надо смотреть в зеркало, да, утром встал, смотришь в зеркало, да, я могу это сделать, я могу, я человек, нормальный человек, я не раб, я не манкурт, я могу много чего сделать. Сначала начать надо с себе. Что вы можете сделать? То, что вы об этом уже вперед, в принципе, сказали, что можно делать. Но я еще добавлю, что надо начать своих друзей, родственников, прежде всего. Вот, например, элементарные вещи, например. В банке нет денег, денег нету. Студент звонит отцу и сказал: вы требуете, вот, дайте мне письменные, вот, почему у вас, ну, денег нету. Я к вам пришел, вы обязаны отвечать. Они сразу нашли деньги и отправили все, а другим не дает. Потому что один человек спросил, как положено. Поэтому требовать надо всем, везде.
снаружи, изнутри, везде надо требовать надо. Понимаете, надо быть активным. Не надо бояться, не надо быть манкуртом. Надо себе воспитывать, надо те качества, которые заложены природой. У каждого человека есть частичка Бога, поэтому нет такого невозможного. Э, только надо верить себе надо, только верить себе надо. Вот. И потом надо вести рядом вас кто есть. Если у вас есть хорошее настроение, если у вас есть хороший настрой, хорошие как бы намерения, вы понимаете, что все мысли материальные вы заряжаете не только себе, но заряжаете вокруг, понимаете? Вы можете вести людей, понимаете? Поэтому нам надо таким образом надо сплочаться надо. Таким образом надо объединяться надо. Таким образом группу создавать надо. Таким образом закрытые чаты создавать надо. Только при дебате, только при общении человек развивается. Вот. Дискуссия должна быть. Без дискуссии ничего не будет. Надо между собой общаться. Если что-то не получается, чат сбрасывайте и рассуждайте. Если вы не понимаете, чат сбрасывайте и рассуждайте, и вы поймете. Там столько вариантов выскакивает, что вы можете сделать правильное решение. Поэтому без общения, без знания, вот, ничего у нас не получится. Поэтому только общение снаружи, изнутри. Надо постоянно общаться со своими друзьями. Родными надо общаться постоянно. Учиться, если вы что-то не знаете, естественно, надо заниматься самообразованием. Хватит сидеть дома, хватит жить животным инстинктом. Понимаете, сегодняшний день Туркмении, мне стыдно за своих родных, за свой народ. Вы понимаете, вот это вот режим настолько нас, этот наш, как говорит, сделал манкуртами. Они этим занимались давным-давно, 30 лет этим занимался. И сейчас добивает туркменский народ изнаружи и изнутри. Афганцы, понимаете, и то понял, что они поняли, что они хотят их использовать, афганский туркмен. Вот, афганский туркмен понял, что этот режим хочет, чтобы там была нехорошая атмосфера, была среди афганских туркмен, потому что не хотят сильных туркменов. Ни Афганистане, ни Турции, ни в округ, ни Казахстан, ни Кыргызия, нигде не хотят этот режим, потому что воровать мешает, понимаете? Это же его корова. Только имеет право доить свои коровы, это наш харабдатский режим, его тухум и его родственники, наши сестры, вот это вот, они имеют право. Наши органы, работники органы, которые работают, Минбе, Кенбе, судьи все, они все тоже они манкурты, худшие манкурты, потому что они тоже испуганные. Потому что они тоже работают, они боятся и работают против народа. А знают, что они нарушают закон. У нас закон, в принципе, закон в Туркменистане нету. Во всех сферах закон не работает. Нас управляют харамдах, нас управляет наркоман. Понимаете, людоед. Вот. Мало того, что народ издевается над народом, но они еще на людей охотятся. На людей охотятся в Бадхисском заповеднике, понимаете? Есть документальное подтверждение, я его подтвержу лично сам. Поэтому сейчас народ должен сплочиться, сейчас народ должен объединиться, сейчас пришло время, народ должен любить друг друга. Где бы туркмены ни жили, где бы они ни были, вы понимаете, что когда вместе, 10 человек, когда вместе собираются, это, понимаете, вместе, дружно, в одном месте просто пришли чай попили, поговорили, о политике поговорили, о геополитике поговорили. Понимаете, что у вас какие-то, если у вас какие-то проблемы есть, между вами, между собой, там посидели, поговорили и порешали, понимаете? Одна голова хорошо, две еще лучше, 10 голова, много чего можно решать, понимаете? Если один-два человека у вас не работают, проблемы с деньгами, остальные 8 помогите им деньгами, поддержите этих двоих. Но один у вас, вы все вместе должны быть, как единый механизм должны работать.
у вас успехов будет месяца, потому что вы, когда начинаете двигаться, работаете, у каждого есть свой... человек является носителем информации и его же утечкой. Поэтому вы, если там месяц что-то будет делать, значит, если человек нет работы, вы нарабатываете, где есть работа хорошая, где можно устроиться, там 7 месяцев так. Если у одного не получится, второго, если у второго, третьего, то есть вы обязательно устроите его на работу, нормальную работу, понимаете? Вот. Поэтому, и потом каждый месяц там, потом 10, вы таким образом чай пили, все, да, ваше объединение принесло успех, успех принесло. Дай бог, если какой-нибудь там разногласие между собой, там, или там ссоры, это все, это уже хана, это уже все, вы просто распадаетесь, понимаете? Никогда не будет развития, никогда. Поэтому надо друг друга беречь надо, тем более сейчас за границей. Если какие-то туркмены остался на улице, приютите его, покормите, направляйте. Понимаете, есть вот очень вот 5000 лет это наш это тенгрианство, 4000 лет буддизм, 3500 лет христианство, 1500 лет мусульманство, понимаете? Все религии хотят, чтобы люди были там добрыми. Везде, везде надо, должен человек, это любовь, 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 любовь. Поэтому, если мы не будем любить друг друга, если мы не будем помогать друг другу, у нас никогда ничего не получится. Понимаете? Поэтому я хочу, много хочу, конечно, добавить туда, но у нас времени не очень-то много, поэтому я хочу сказать кратко. Любите друг друга и помогите друг другу, знаешь. Помогите активистам, которые там сейчас вот в Стамбуле разбивают их, избивают всех. Защищайте их, короче. Вы просто даже не узнают, кто их защищает. Не говорите никому имя, но есть же мужики, есть же мужики. Вы заметите, что за ними следят какие-то автомобиль. Просто вы его там, просто чтобы этот, вы сам, конечно, вы сами не попадаете. Запишите номера телефона, номера машины. Действуйте. Помогите этим активистам. Там, понимаете, почти что там миллион человек проживает в Стамбуле, и там человек 25 там активный, 25-30 человек, те же самые люди. Ну как так? Режим миллиарды денег тратит на то, чтобы у нас между нами была ссора, между нами, чтобы Мурат Курбанова там грязь обливали, блин. И других людей, активистов, грязь обливает все. Друг друга обливает, потому что там играют деньги, деньги режим играет, понимаете? Миллиардные деньги, 100 человек работают в информационной безопасности Туркменистана, которые оплачивают большие деньги, тем более для этого там еще распределяются по загрузкам со своим тысяча людей, агентам распределять эти деньги по 350-300 долларов в месяц, чтобы там не было объединения, они этим занимаются. Подкупают чиновников Турции, подкупают начальника полиции в Турции. Я лично знаю, кто они купили, какого офицера покупали. Это тоже выявим, это тоже будем выявлять и будем бороться против этих, тоже будем бороться. Потому что продажные государства, продажные диктаторский режим поддерживает диктаторский режим. Не будет никакого Турана, если вот такого пойдет история так пойдет. Потому что они друг друга жопы целуют. Где этот наш Туран? Где... я здесь не вижу Турана наш, поэтому здесь не может быть будущее этой организации. Поэтому здесь... поэтому я еще раз, секундочку, хочу добавить. У нас есть грамотные девушки, которые в группе сидят. Там ДВТ есть группы, девчонки сидят хорошие, грамотные. А ребята сидят в группах, сидят, так, тоже можно заходить. Туда заходить и любой вопрос ты можешь задавать. Как действовать надо? Открытым лицом, не открытым лицом. Надо просвещать надо, спросить надо. Постоянно вот спрашивайте. Если вы стучать не будете, никто вам не откроет свою эту дверь, не откроет. Поэтому будьте любезнее. Только будьте активными, не будьте манкуртами. Подумайте.
включите мозги. Если вы не будете включать мозги, никогда она не сработает. Везде включить надо мозги. Правильно. Спасибо. Окей, спасибо. У нас еще Петруха присутствует на нашей передаче. Петруха, можете ли вы что-нибудь добавить? То есть, что надо сделать, чтобы у туркменов появился патриотизм, любовь к своей стране, наконец-то восстановилась любовь к своему народу, то есть своим родственникам, друзьям, туркменам, туркменистанцам, чтобы отношения между туркменистанцами внутри и за рубежом стало лучше. Сегодня в Туркменистане отношения между туркменистанцами нормально, но снаружи туркменистанцы, когда друг друга видят, убегают друг от друга. Вот что надо сделать, чтобы мы стали объединенные, чтобы мы переживали за свою страну, чтобы мы боролись за свою страну. Понятно, эти два диктатора сделали все, чтобы мы не любили свою страну. Все, чтобы эта власть нанесла столько горя нам, столько несчастья принесла, столько нам административных проблем сделала, уголовных проблем сделала, которые мы не заслуживали. Но тем не менее, они олицетворяют сегодня Туркменистан. Мы должны убрать их в сторону и настоящий имидж, то есть настоящий красоту Туркменистана дать. А настоящая красота Туркменистана – это народ Туркменистана в первую очередь. Поэтому вот что надо сделать, как вы думаете, для этого? Приветствую всех в первую очередь. Я хочу свое слово, выступление начать от фразы такой, с фразы: «Родина не может существовать без свободы, свобода без добродетели, добродетель без граждан. У вас будет все, если вы воспитаете граждан». Эти слова говорит Руссо Жан-Жак. То есть это значит, что прежде чем начинать заботиться о родине, о родных, нужно самому свободу вернуть. То есть каждый должен ощутить свободно себя. То есть как выше отметили, да, вот, нужно вернуть в себе уверенность. То есть нет ничего возможного, да, невозможно, это просто вот всего лишь вызов, за которым прячется слабый. То есть а вот наши мысли, да, они материальны. То, о чем мы часто думаем, да, это и мы в жизни, в реальной жизни мы приобретаем. Поэтому вот про страх, да, здесь тоже немаловажно, да, нашим гражданам нужно перебороть вот свой страх. Для этого, да, вот я сегодня один видеоролик смотрел, там рассказывают, что страх это на самом деле нормальное явление. Вот. То есть это у человека из детства существует. Например, поднимаясь на 9-й этаж, ты же оттуда не спрыгнешь. У тебя тут работает как скажем, инстинкт, то есть самосохранение. Это в таких случаях нормально. Но то есть где-то это и нам во вред может быть. Поэтому страх это из-за чего вообще происходит, появляется у человека, это вот воображение. То есть человек сам себя загоняет в страх. То есть у меня не получится, у меня может то-то, то-то будет. То, что пока не произошло, он переживает, то есть о будущем, то, что еще не было, да. Поэтому нужно вот в настоящем, в данный момент, то есть в настоящем сейчас и здесь надо жить. То есть не надо там вообразить что-то такое, да, что со мной что-то страшное произойдет. Поэтому родина, да, еще бывает, то есть малая и то есть большая родина, да, то есть малая родина, что представляет собой? Это вот участок, то есть район, где ты родился. Нужно сначала проявлять любовь к своей малой родине, семье, да, то есть где ты родился. Даже у нас, если вот оглянуться в историю, вот, да, недавно вот у нас даже какие-то даты, какие-то праздники даже убрали. Вот у нас 12 января был день памяти, да, погибшим в Коктепинской битве. Это же ведь ведет нас к манкуртству, то есть теряем
мы историческую память превращаемся, конечно же, в кого? В манкурт. Вот. Вот 9 мая, да, то же самое. В прошлом году, кажется, или в этом году отменили празднование. Вот плюс ко всему этому 27 октября, День независимости. Перенесли это на 27 сентября. Но народ опять молчит. Поэтому здесь тоже нужно народу нашему, нужно повторять, учить свою историю, там, традиции какие-то, ценности традиционные. Вот. Все это наше правительство делает все возможное, чтобы люди, да, то есть превратились в манкурта. То есть, поэтому, ну, лишь бы осталось, как у животного, инстинкт, да, выживания, да, то есть, чтобы народа не было, недоразвития было, чтобы, то есть, вот. Окей, спасибо, Петруха. Очень правильно были сказаны слова. Вот обратите внимание, мы все выросли в Туркменистане. Или кто-то прожил какую-то часть своей жизни, да? Мы приехали, нас судьба закинула кого-то во Францию, кого-то в Турцию, кого-то в Америку, кого-то еще куда-то, неважно. У нас было детство в Туркменистане. Мы босиком бегали там, мы на ишаках катались, мы в каналах купались, мы в футбол гоняли. Все это наше детство отняли. Все это наше детство, где родина, где проходило наше детство, отняли. Кто он такой, этот Бердымухамедов? Почему он захватил власть незаконно, объявил себя президентом? Уже какой срок по-нормальному за 16 лет? Уже 4-й срок должен быть по Конституции. Он сделал 3-й срок. На 7 лет перекинул, значит, балуется с Конституцией, ломает ее, значит, кромсает, заново делает. Ну, клепает, как он хочет. То есть у народа не спрашивают. Любое изменение Конституции – это референдум. Это весь народ, это судьба народа. То есть он не мог ее изменять. Но он через там управляемый меджлис, управляемую комиссию создал, им все говорит, они все, что хотят, туда и вносят, лишь бы все было удобно для этого диктатора. То есть если все вот эти вот административные, вот эти вот бюрократические вещи убрать, прямо посмотреть, он что сделал? Он взял, захватил власть и уже 4-й срок сидит на своем месте. Он забыл, что есть Конституция, он забыл, что есть сменяемость власти, что есть выборы и так далее. Он выборы проводит так, фальсификация, 99,98%. Это не смешно? То есть, в первую очередь, мы, туркмены, сидим молча, потому что мы разделенные. То есть, один в Америке, один в Турции, один во Франции, один в Японии, один в Индии, и какие-то люди в Туркмении сидят. Это специальная система боролась против нас, нашего народа, и разобщили народ. Мы должны понять это, что против нас власть использовала специальную систему. Там работали профессионалы, такие как Храмов, Жадан, пропагандисты коммунистические, которые поставили свою задачу обогатиться с 91 года и содрать у этого народа все, что можно украсть. Вот эта машина работала против нас. Цензура, никакой свободы нет, ни одного свободного канала, ни одного свободного журнала, газет, журналистов, ничего нет. Никакой свободы нет. Кто он такой, Бердымухамедов? Неужели он такой монстр, у него 6 голов, 12 рук, 16 ног? Нет, такой же, как мы. Я вам скажу, самый отсталый туркмена возьмите, он даже хуже него. То есть мы до такой степени ушли от задачи, то есть от проблемы, которая стоит перед нами каждый день, перед нашими родственниками, которые в тюрьме сидят, в Туркменистане, которые в Туркменистане как в тюрьме сидят, мы как бы видим и не видим. Мы как бы из себя дурака строим. Нет, это все нормально, скоро вот исправится все. Мы как бы перед собой, мы как дураком выглядим. Мы себя обманываем. Не исправится никогда. Никогда Бердымухамедов не остановится и не скажет: все, я наворовался, мои дети, племянники уже безлимитные, беспредельщиками стали, мы хотим остановиться, мы хотим выборы провести, вот народ, возьмите власть. Никогда не будет, не было так никогда. Так зачем нам себя обманывать? Или мы объединяемся и встаем и
убираем эту. Давно мы должны были убрать эту власть диктаторскую, делаем демократическое государство. Я сегодня с Туркменистаном разговаривал, объяснял. Во Франции люди получают минимум $800, кто не работает. Это минимум, это вот ты не работал, ты получаешь. Квартира оплачивается, все оплачивается, у тебя расходов нет. Сидишь, интернет смотришь, кино ходишь, там развиваешь, ищешь типа работу. Никаких проблем. 70 миллионов человек. Газа нет, электроэнергии, ничего нет. Есть свобода. Где есть свобода, все деньги приходят, там работают. Где есть свобода, есть новые технологии, потому что ты свободно мыслишь, ты можешь любую технологию сделать, у тебя доступ ко всему. А в Туркмении? Я сегодня объяснял, если мы сможем сменить власть, в программах ДВТ есть минимум $800 до $3500 будут зарабатывать. Минимум $400 буквально в первые года люди пособие по безработице будут получать, чтобы они жили. Здесь, если ты банкротом стал, ты в тюрьму не идешь. С тобой психологи работают, тебе объясняют там, ну, не получилось. Это же не все же должны выигрывать. Кто-то же должен проигрывать тоже, это же экономика. Если кто-то выигрывает, значит где-то кто-то проигрывает. Они правильно понимают? Значит, он не должен быть прокаженный сразу в тюрьму идти. Нет. Если он не нарушил. Если он нарушил что-то, нашли. Если это уголовно наказуем, наказ. Если это, ну, он не получилось, значит, ему надо психолог и помочь надо. Несколько лет ему надо отдохнуть. Надо, то есть отношение к людям нормально. Почему в Туркмении нет этого? Почему мы не можем жить, как в Европе? Почему весь мир старается жить в Европе, то есть бежать туда, в Европу или в Америку? Потому что есть гарантии свободы. Заработал, никто не отнимет. Ночью не приходит тебе МХМшник, не будет, не убирает тебя. Завтра где-то права нарушили, государство нарушило, значит, государство, я имею в виду, власть, пошел в суд, подал, выиграл, заработал денег на этом. То есть нормально правовое государство. Почему этого государства нет в Туркменистане? Потому что мы сами себя обманываем. Мы на все глаза закрыли. Мы дали этому идиоту, человек, который, ну, не может даже нормально управлять не то что экономикой, страной, не то что, ну, его красная цена, он зубной врач. Да и то, наверное, специальность уже потерял. Мы его поставили руководителем. Ладно, поставили. Мы даже ничего не говорим, чтобы его поменять. И он на пожизненно уходит сейчас. Межлизом сделал себя, сейчас сына поставить. И все, это пошла традиция. Монархия пошла. Где мы? У нас что, глаз нету, ушей нету или мозгов нету, чтобы это понять? Почему мы сидим? Не обидно? Там же наши родственники, там же наши земли, где у нас детство прошло, где у нас вся счастливая жизнь прошла. Почему какой-то идиот забрал власть, включает свои идиотские указы, убивает народ, грабит все, что можно, его родственники беспредельщиками становятся, а мы сидим и молчим. Боимся. Кого мы боимся? Идиотов? Нет. Мы просто не хотим ввязываться, потому что мы ничего не решаем, потому что мы стали одни, потому что, ну, у меня все нормально. Да, у тебя все нормально, проблем нет. Ты в Америке, у тебя бизнес. Все хорошо. Но ты же не эгоист, ты же туркмен, у тебя же все родственники. Мама, папа, тетя, дядя, племянники, двоюродные, троюродные. Мы же большая семья. А почему они должны страдать? Почему, если у нас есть возможность, мы не можем помочь? Вот один мне пишет, Мурдага, надо голодовку делать, вы должны начать. То есть Мурат Курбанов должен сидеть над программами ДВТ работать, закрытые зумы проводить, активистов поднимать, спасать людей, которых остановили, каждый день выступления делать. Мурат Курбанов должен ездить на ОБСЕ, народ защищать, письма писать, во все международные организации ездить, защищать туркменистанцев. И плюс Мурат Курбанов еще должен голодовку объявить. Я могу объявить. Меня не будет в эфире дней 20. Посмотрим, что будет. Если вы считаете, что это надо, и это поможет, с завтрашнего дня сделаю. До сегодняшнего дня я все сделал, что я могу сделать, находясь в Европе. Но я же, наверное, не один. Наверное, есть еще другие люди. Наверное, вы тоже есть, которые мне советуете.
Ну, голодовку не делайте, что-то сделайте. Когда говорить, вы должны это выдать. А вы где? Страна не ваша. Это мы должны сделать. Это мы должны все делать. Мы должны это начать. И мы должны закончить. По поводу Беларуси, я уже отвечал на этот вопрос, да, почему белорусы не победили. Они не победят. Пока они не, для себя не начертят план, как они делать будут протесты и как этот протест должен закончиться. Они ходили по улицам, блуждали, никакой организованности не было, никакого плана переходной власти не было, ничего не было, между оппозицией договоренности не было. Они договоренность сделали, когда уже Тихановецкая уехала за пределы. Тогда они как бы очухались. Так не делается. Поэтому у нас есть план с первого дня от А до З. Как мы завершим это все? У нас не будет миллион протестов, у нас будет один протест, и он будет в финале. Вот так пойдет. Поэтому, как мы вышли на протест, нельзя домой уходить в Туркменистане. Мы вышли, мы будем стоять до конца. И остальные должны подтягиваться. Как мы уйдем домой, они из дома будут по одному нас вытаскивать. И тут же за границей должна подъехать, довершить это все. Поэтому у нас есть весь план мероприятий. И нельзя сравнивать туркменский народ с белорусским. Почему? Условия разные. Из белорусского народа 30% поддерживает Лукашенко. Из туркменского народа 0% поддерживает Бердымухамедова. Весь народ угнетенный. Только кучка там 1000 человек, этих коррупционеров, и все. Остальные никто не поддерживает Бердымухамедова. Все, даже во всех государственных организациях хотят, чтобы он ушел. Поэтому у нас будет по-другому, и у нас народ другой, и система другая. Диктаторская система самая мощная. То есть, как мощная? Она не сильная, но она в своих пределах большая. Она уже действует 30 лет. И в Беларуси 30 лет, но там хоть какие-то права были. Там свободные экономические зоны были, заработать можно было, у людей бизнес был там и так далее. У нас вообще ничего нет. У нас есть бизнес, нелегальный, неофициальный, черный бизнес, егенов и все. Поэтому это разные вещи. И туркменский народ не будет 10 раз выходить на протесты. Потому что мы малообразованные в общественной жизни. У нас нет гражданской активности. Мы один раз сможем собраться, как вот один раз победить на чемпионате мира. И дальше мы должны быть только чемпионами. Поэтому нельзя сравнивать. Как вы думаете, Тимур, Петруха, вот мы дали советы, да, как делать, объединяться, один туркмен другого туркмена должен, как услышал, идти здороваться, представляться, уважение дать, если у него статус очень низкий, поддержать его, поднять его, чтобы туркмен туркмена, когда видел силу, объединение видел. Вот это надо, потому что нас так размыли наш народ, что у нас вот краски нашего народа нету. Мы все однотипные рабы. У нас нету вот этот специалист по этим, там, сильный, этот специалист по этим, этот специалист по этим, этот специалист. У нас вот все односторонние рабы. Мы забыли, что мы каждый индивидуален. Мы забыли, что у каждого есть свое индивидуальность, у которого нету у другого. Поэтому мы стоим не только чего-то, мы стоим очень большого. Поэтому надо объединяться. Хотите ли вы добавить что-нибудь, Тимур, к сказанному? Я думаю, что связь у нас плохая. Вот если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, я постараюсь на них ответить. Да? Мурдаган, почему народ стоит на одном месте? Это предел, на чем мы туркмены способны? Нет, вот Михаил Ломоносов пишет. Во-первых, спасибо Михаилу Ломоносову, вы часто комментируете. Почему народ стоит? Вот смотрите, есть интеллектуальный уровень народа, да? Его настолько убрали, потому что пришли к власти идиоты, и они хотели, чтобы народ был умнее их. То есть вот уровень интеллектуальности народа был вот такой, идиоты были вот такие, эти два президента. Они смыли вот эту пенку, интеллигенцию, выкинули снаружи, убили, посадили, просто не дали ему печатать книги свои или романы эти, выгнали со всех мест.
и оставили подхалимов. И эти подхалимы вперед вышли и начали их прославлять. То есть моральные нормы поменялись кверх тормашками. Подхалимство, продажа людей, лизоблюдство, это все стало как бы не то, что нормы, а приветствуется. Это надо именно вот этим вот диктаторам. То есть они наш народ просто ограбили духовно. Поэтому все нормально, адекватные люди вынуждены были уехать. Я когда уезжал, поверьте, в 2005 году, я уезжал, я себе слово дал, никогда я больше сюда не приеду. Эта страна мне сделала уже 2 раза столько плохого, что я даже вспоминать не хочу. Я вот настолько обижен был и уехал. Но я не понимал, что моя страна, моя родина, мои родственники и туркменский народ ни при чем. Это 2 диктатора, которые довели все до такого, создали специальную систему и угнетают народ. Я это понял здесь, я как разобрался в системе европейской, в системе ценностей, системы уважения друг к другу, систем, из чего состоит государство, из чего управляется государство, какие системы работают, экономические, социальные, технологические, общественные, политические. Я это все изучил и понял одно. У нас это все отобрали, все стерли, оставили только рабов. Легче управлять и грабить. Теперь мы должны вот вернуться, то есть поднять свой интеллектуальный уровень. Не супер, но хотя бы поднять, чтобы понять, что нам надо друг с другом достойно общаться. Понять, что нам надо друг друга уважать. Да, поймите, вот возьмите 2 семьи разные. Возьмите одну туркменскую семью, да, или советскую, да, и возьмите одну семью, допустим, еврейскую. Я очень сильно уважаю евреев. Вот туркмены как воспитывают? Если кто-то ошибся из маленьких, да, по голове бьют, там, по заднице, вот ты там, от тебя толку нету, ты ничего не можешь добиться в жизни. Вот я тебе сколько говорил, как бы мы угнетаем его состояние. Посмотрите, что делают евреи. Ошибся, ничего страшного. Ты самый умный, ты самый лучший. То есть мотивация дается. Постоянно. Ошибся, поддержка дается. Финансовая, знакомство. Все. Мы угнетаем, они поднимают. Поэтому они впереди всегда. Поэтому я вам советую всем. Увидите туркмена статусом ниже. Не стесняйтесь, подойдите. Наоборот, чем выше статус, покажите всему миру, как вы друг друга цените. Поддержите его. Скажите: брат или сестра, не волнуйся, все будет хорошо. Поддержи деньгами, словами, материально, духовно поддержи его. Вот так это объединение происходит, вот так это уважение происходит. Вот так другие народы будут говорить: вот это действительно нация. Мы как бы испарились, поэтому нам надо подниматься. А для этого мы должны понять одну вещь. У нас образование должно поняться. Значит, мы должны хоть читать, видеть. Кто не может читать, тот должен видеть. То есть YouTube смотреть, изучать чего-то, развиваться. Потому что хочет диктатор? О чем мечтает диктатор? Иметь народ тупой, рабов, которые друг друга не уважают, которые превратились в животных, которые только кушать хотят. Вот в этой идеальной ситуации он может грабить наш народ, грабить нашу страну, сделать бедным Афганистан, поставить своих родственников везде, в вилаятах и вообще своровать нашу страну и жить, объявить монархию. Вот это он хочет. Так мы не должны дать ему это сделать. Мы должны сделать все ровно наоборот. Для этого развиваться, сотрудничать друг с другом, объединяться, поддерживать друг друга. Смотрите, в течение 1,5 года мы начали работать, да, вот я про ДВТ говорю, куча активистов появилась, куча людей, друг друга уважать начали. Даже в Турции туркмен, когда туркмена видит, поддержку начинает давать. Мы не говорили, они сами по себе. Просто какой-то туркмен выходит, у другого гордость появляется. Ага, он начинает поддерживать, тоже говорит: я здесь, и встает. Вот так надо вставать. Поэтому вот в этом направлении мы будем двигаться, друг друга вытянем, поддержим и победим не только Бердана Мухамедова, любого диктатора. Тимур, вы здесь? Да, здесь слушаю вас. Я что-то Вы перебили можете меня. что-то добавить к советам, как выйти из манкурства, как сделать, чтобы каждый туркмен был патриотом своей родины? Потому что он живет в Америке, он видит, как Америка развивается.
Ему обидно, что в его стране такого нету. Как он может быть патриотом? Он может поддержать оппозицию, он может поддержать людей, кто борется за свободу, кто борется за развитие Туркменистана. Если он не хочет светить себя, не хочет показывать себя, хотя бы финансово поддержать. $1, $5, $10 в месяц перечислять. Это ничего страшного, но это помощь в борьбе. Понимаешь? То есть всегда есть варианты помочь. Вот мы начали рассказывать для каждого сектора, для каждого СИБа называется, да, то есть для каждой отдельной группы, что он может сделать, да, вот мы про студентов сказали. Теперь мы возьмем другую группу, и мы опишем каждой группе людей, что они могут сделать для того, чтобы Туркменистан нормализовался и пошел по пути развития. Вот что вы посоветуете к этому? Что вы можете добавить, Тимур? Во-первых, Мурадова, я хотел посоветовать для того, чтобы чтобы поддержка была, люди как бы тянулись, и как бы не все люди могут уходить, и, может быть, у него там обстановка, возможно, не позволяет, и как ты знаешь, поэтому есть очень разный вариант. Мы уже в течение последних 3 месяцев, да, мы говорим, вы выступаете, говорите, мы тоже выступаем, говорим под различным ником, но говорим о том, чтобы как надо действовать в тех или иных ситуациях, как можно быть активным, да, вот. Поэтому, прежде всего, например, была бы целесообразно, что вот 9Т, вот у нас есть активисты, мы вас всегда поддерживаем, и как бы, значит, чтобы с карточкой легко можно было переводить деньги, надо везде поставить в чатах и как бы вот в Ютубе поставить надо счет фактуры, куда можно направить деньги. Россиянам отдельно, чтобы россиянам по Сбербанку, на онлайн Сбербанке, например, легче отправить, например, да, вот интерес залез и скинул, и там беспроцентное, например, да, вот так. Поэтому сделать несколько вариантов перевода деньги и раскидать по всему сайту. Вот. И это значит, я имею в виду, что по ДВТ. Вот. И потом еще, что хочу, это значит. И вот сейчас то, что творится в Туркменистане, все знают, от 7-летних до 70-летних, все знают о том, что у нас страной управляет наркоман, шизофреник Гурбангулы Бердымухамедов. Я ругать его не собираюсь и не буду ругать его, потому что есть псих, он есть псих. Вот, чтобы они нам суд не подали, что мы его ругаем. Поэтому мы будем все делать по законному основанию. По закону будем работать. Вот, поэтому я обращаюсь к народу Туркмении и работников органов. Хватит позориться, понимаете? Уже весь мир знает, что он шизофреник, наркоман. Вы понимаете, что вы подчиняетесь, вы понимаете, что вы способствуете терроризму в Туркменистане, понимаете? Понимаете, что он наркоман, наркоторговлей занимается, людьми занимается, людей торговля, на людей охотится его родственники. Вы понимаете, все об этом вы знаете. Вот. Поэтому, если вы будете знаете, даже Коран написан, что в таких вещах, где совершается противоправные действия, нельзя закрывать глаза. Даже в религиях об этом написано. А вы скрывательством занимаетесь, вы понимаете, что вы сами себе яму копаете. Поэтому я хочу добавить, быть активным. Вот все варианты мы сказали. Изнутри Туркмении. Любой информации, у которой там совершается противоправные действия, звоните, пожалуйста. Есть там, ищите, вот, есть активы, есть правозащитные организации, есть мы. Вот, пожалуйста, пишите, мы это, и постарайтесь, значит, так, если вы хотите связать свой суд, вы хотите быть активным и хотите начать бороться, сначала подумайте о своей безопасности. Прежде всего, думайте о своей безопасности. Вторым, сможете вы тянуть это все, потому что ни в коем случае на пьяную голову там или там под наркотическим действием не уходите. Не материте этих, хотя я понимаю, что
больше стоит, больше можно, это как сказать наш, а, это они как шайтаны, вот это вот наш президент, его можно хоть чем можно обзывать, но не обзовите их, не материте их все равно, вот. И вот поэтому, если вы находитесь за границей, если вы начали выступать, если вы какие-то, вы прежде всего не нарушайте законы той государства, где вы находитесь, старайтесь не нарушать. Соблюдайте паспортный режим, не давайте поводу, чтобы полиция вас задержал за элементарное нарушение паспортной визовой в этот наш, чтобы не попало с этими паспортами. Вы постоянно контролируете, если у вас и проходит, идет просрочка какой-то, вы должны всегда написать письменно, написать посольство, число подтвердить, какое число я написал, мне посольство не ответили, да, вот так. Вы совершаете вот это все, вот у вас есть уже все документы, что вы обратились, но они ничего не сделали для того, чтобы продлить ваши визы, понимаете? Поэтому везде себе страхуйте. Если вы в Ютубе уступаете, если у вас есть слежки, вы говорите не только друзьям, но и активистам ДВТ, там, правозащитной организации, всем говорят, чтобы все мы знали, чтобы если у вас с вами что-то случится, чтобы мы могли действовать со всей стороны, то есть активисты, все вместе, один за всех, все за одного. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Тимур. У нас очень мало времени. Мы Петрухе тоже дадим. Петруха, что вы можете добавить? Ну, я тоже вот присоединяюсь к рассказанным, но тем не менее, вот у меня тема, да, тут тема курсовая работа связана с пословицами, с мудрыми высказываниями, да, в туркменском языке, вот и в русском языке, их сравнивать, да. Вот я вот читал несколько, анализирую туркменские пословицы. Вот у нас даже в пословицах, в этих мудрых высказываниях даже говорится, да, что терпеливое со временем приобретет, то есть счастье, а нетерпеливый, то есть попадет в беду. Сейчас про вот это, сейчас время не такое, да, то есть это даже у нас, даже пословицы успокаивают, да, чтобы люди дальше уснули, да. Не надо уже, вот даже уже нужно время проспаться, даже животные не спят, то есть зимой спят, уже весной они тоже вот просыпаются. Поэтому нужно двигаться, вот нужно, чтобы выйти из манкурства, нужно вот Конституцию прочитать, и человек, изучая свои права, он уже ощущает, уже со временем возвращает себе человеческие какие-то качества, да, вот поэтому. Окей. Окей, огромное спасибо. Вот вопрос был тут один. Так нечестно, будьте людьми, Мурат Курбанов, покажите прошлое хотя бы за 3 года. Какова Курт Мурадов? Если вы пойдете на канал Туркмен Халкы ДВТ, начните смотреть с июля месяца 2020 года каждое наше видео, и вы увидите все наши шаги, что мы делали. Мы все делали публично и прозрачно. ДВТ сделала огромнейшую работу, поверьте. Вы посмотрите, вы сами оцените, что мы сделали. И на этом, я думаю, что мы закончим наш эфир. Мы будем еще эту тему Манкурса продолжать. Будет 3-я часть, потому что надо ее более детально открыть нашим людям. В следующей части мы будем стараться, и вообще в наших видео, кто находится в комментариях, кто желает выйти с нами в эфир одновременно, да, то есть сразу подключиться к эфиру, вы пишите, мы вас сразу возьмем. Хорошо? Для этого у вас должен быть телеграм-канал, ваш аккаунт в Телеграме, и вы мне напишите, я вам скину ссылку, и мы вас сразу в эфир занесем, и вы будете участвовать. Поэтому
Мы бы хотели, чтобы у нас была дискуссия живая. Вы нас обвиняете, что я стираю комментарии. Я никого не стер. Я буду стирать комментарии, где будут люди ругаться или оскорблять друг друга, ну, незаслуженно. У нас дискуссия. Вы можете любую критику сделать. Она будет нам нравиться, не нравиться, это будет на экране. Но, пожалуйста, не ругайтесь и не оскорбляйте друг друга. Нас смотрят международные организации, нас смотрят много людей по-разному. Не смотрите, что просмотров мало. Они смотрят через другие программы, через Telegram, через ИМО, через Facebook, через другие программы, где не показываются просмотры. Поэтому мы должны вот идти вот в этом направлении. Я бы хотел каждому нашему участнику нашей дискуссии дать буквально 30 секунд, чтобы они посоветовали вкратце, если резюме сделать нашему народу, как выйти из манкурства. Тимур, сизден башлады? Тимур, начните вы, пожалуйста. Очень кратко, тезисно. Вот это надо делать. Все. Для того, чтобы выйти из манкурства. Для того, чтобы выйти с манкурства, надо включить мозги и надо заниматься самообразованием и смотреть иногда вот в Ютубе и в интернете, как развитые страны живут сегодня по сегодняшний день. И сравнивать. Спасибо. Спасибо. Петруха, что вы посоветуете нашему народу, чтобы выйти из этого состояния манкурства? Нужно сплотиться, нужно объединяться друг с другом, обмениваться друг с другом мнениями, да, и не зря говорят, язык до Киева доведет, то есть язык во всем нам поможет, поэтому нужно с друг другом объединяться. Спасибо. Дорогие туркменистанцы, канал Туркмен Халкы ДВТ переходит на другой канал. Он уже называется Демократик Ватан Туркменистан ДВТ. Вы можете подписаться. Все видео будут транслироваться с сегодняшнего дня на канале Мурат Курбанов и Демократик Ватан Туркменистан. Вы напишите по-английски, оно выйдет, вы подпишитесь, пожалуйста. Следующее. Делитесь нашим видео, чтобы больше туркменистанцев увидело и начали задумываться о том, как выйти из манкурства. Если у вас есть пожелания, ваши предложения, как выйти из манкурства, пожалуйста, пишите под этим видео комментарий. Мы обязательно на следующих эфирах продолжим эту тему манкурства и обязательно рассмотрим ваши предложения. На этом мы заканчиваем свой эфир. Огромное вам спасибо за то, что вы пишете комментарии, нас смотрите, нас поддерживаете. Туркменистан только вперед. Спасибо большое. Вы можете попрощаться тоже. Sağ olun hürmetli vatandaşlarım. Özünüzde poster edin, birleşin, adil olun. Dinle öme. Sağ olun. Sağ olun. Türkmenistan dinimi. Sağ olun.